Так, мы в эфире. نحكي أستوى ديتسلوسن دائما السلام عليكم شعبي مشهور عياد مشهور. Маршал Дели. Сегодня طبعا نغسق مطلع الدوس для начала 28 октября сегодня 2025 года 19 часов 1 минута по центральноевропейскому времени и 20 часов, наверное, сейчас часы перевели, не помню точно, 1 минута по городу Джахару. У нас стрим на чеченском и русском языках на канале Reality YouTube TikTok и на канале YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев, а также на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram. Сегодня у нас 168-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Стрим называется «Русская война на России?» вопросительный знак. И вторая тема разоблачение. Поговорим. С нами снова Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства. Вы можете задавать вопросы как на официальной странице в Telegram, также вы можете задавать здесь в YouTube или в TikTok. Я их буду зачитывать. Если вы будете задавать здесь, если там в Telegram, то Аят увидит их и также ответит на ваши вопросы. И рыгду что-то. Тебя не было слышно, но я понял, что ты мне слово даешь, так? Да. Салам алейкум, Хаби Махкой. Добрый вечер, дорогие друзья. Ночи матая. Давай вайдол, что хал дуйца. Тана тялгана хылар интхидер. Дня для что хал цунадер дуйца. Так вот Россия для что хал. Сигаа айдл дусушту Москва ядаться хислошду خيرم بويا باتس سنهلاتس أقا أقويت أحضر وأر أحضر سنهلاتس إشتغل أميرش دقعدو ما سوما تاع планирую деш сахома югцедайт о цейцу название югцедайт международная политика сашидош ордовой. Дорогие друзья, мы, значит, начинаем нашу работу. И вопрос о том, что мы говорим о войне, которая на России, будет ли там переворот, сменит ли Путина или нет. И второй вопрос о том, что вот какие вот есть деятели, скажем, чеченоговорящие на Западе, которые сами себя разоблачают. Но к тому же мы можем говорить, обязательно сказать о той ситуации, которая происходит в мире. То есть имеется в виду, что Америка делает, что Китай, Россия, Украина. Какова вообще международная ситуация сегодня? Об этом мы будем сейчас коротко говорить. Но, как известно, Трамп сейчас путешествует по Азии. По Азии. Да, по южному, значит, региону южнее Китая, там Малайзия, там другие страны, Катар заехал, еще другие страны там встречаются везде. И потом, значит, договорились на 30 числа встретиться с китайским руководителем Цзиньпином. Но вообще идет информация такая, что есть очень большая возможность, и на это надеются вот все, кто комментирует, что Си Цзиньпин и Трамп договорятся, и Путин будет вышвырнут, как они говорят. В каком смысле? Что они договорятся, это будет им более прибыльно, это будет, видимо, ему дадут большие, значит, условия, предоставят Китаю, чем это ему обещает Путин. Фактически они могут договориться о том, чтобы разделить эту территорию России
Не в смысле того, что разделить ее там физически, а в смысле того, чтобы оттуда выкачивать прибыль по каким-то процентам. Там, допустим, 50% это, 50 тот. И такие договора могут состояться, и, по-моему, это предварительно там все как бы обговорено. Говорили, что будет встреча Путина и Трампа в Будапеште, в Венгрии, у Орбана. Ну, и это тоже как бы стоит под вопросом. В общем, отказано там, но все равно снова сегодня была передача, что будет, может быть, а может и не быть. Вот такие разговоры были. Поэтому сейчас я что хотел бы сказать. Здесь мне кто-то там звонит, но я не буду брать. Одним словом, короче говоря, ситуация такая, что мы ожидаем. Мы ожидаем правильных и нужных шагов, и мы ожидаем то, что сейчас, то, что происходит. Это не то, что было, когда к власти пришел Трамп в начале года. Тогда он собирался очень большие произвести изменения по всему миру, там провести, там захватить, там купить, там это. Ну, видимо, это все так, вот это вот, скажем, такое первоначальный такой всплеск, он как-то несколько стих, и он теперь вот думает, как сейчас реально эти вопросы решать. То есть столкнулся с реальностью. И мы видим, что все ближе и ближе дело идет к тому, что ситуация будет двигаться в рамках действующего современного международного права, и это нас в этом смысле должно устроить. И я думаю, что это на пользу и нашему народу чеченскому, это на пользу и всем другим народам, которые в этом плане рассчитывают, именно в этом плане рассчитывают получить свободу, получить равенство, получить те права, которые прописаны в современном международном праве. Как мы знаем, у нас Чеченская республика, она была создана наряду со всеми теми государствами, которые вышли из Советского Союза. Территория нашего государства небольшая, однако мы должны сказать и отметить это, что с тех пор, как эта Россия в разных ее формах нападала 300 с лишним лет назад на нас, наша территория была гораздо больше, вплоть до Каспийского моря, длиной до 400 километров. И вот это все мы знаем и помним. Это все, что у нас было отнято, передано другим соседним или не соседним, или каким-то вот тоже таким вот поддавки, которые играют варварам, не народом, а вот отдельным представителям. И все вот так вот и мы остались. Однако нам удалось вот в современном международном праве воссоздать свое государство в рамках современного международного права. И мы считаем, что вот этот путь, он является единственно верным в нынешних условиях. Вот видите, как они там бились, что только не говорили вот после прихода Трампа, а все равно приходится как бы начать вернуться к тем правилам, которые есть в мире. Ну и вот ситуация так вот и развивается, насколько мы видим. А что будет, собственно говоря, как один сказал, Трамп сегодня это сказал, а завтра он развернется, скажет, мы то снова идем вперед. То шли прямо, развернулся на 180 градусов, мы не поворачиваемся, мы идем снова вперед. Так что, ну, мы будем надеяться, что Трамп действительно вот этот вопрос о том, что он не вояка, как бы, да, то есть он не за то, чтобы войны в мире развязывать, а за то, чтобы установить мир, чтобы стабильность была. Он, как говорит сам, уже 7 или 8 войн остановил. То есть своими действиями он действительно это делает. И в какой-то степени, насколько они будут стабильны в будущем, это вопрос другой. И будут ли потом эти войны. Но в любом случае, на данный момент мы видим, что эти действительно противостояния военные приостановлены.
Это на Ближнем Востоке, это Индия и Пакистан, ну, Израиль и Хамас. В общем, их набирается достаточно, так? И это как бы он себе берет в копилку, и действительно, если он так это будет делать, сейчас мы желали бы, чтобы это получилось, его действия, приостановить военные действия против Украины, и на основе, значит, современного международного права решать отношения между этими странами, а значит и другие все действия, которые были тогда предпринимались этой империи, они тоже должны быть рассмотрены. Вот на это мы надеемся, и на это надеется весь, как говорится, мир, который не желает этой войны. В общем, вот такая ситуация. Что происходит в России? В России, как вот сейчас отмечают, стабильности там нету. Значит, там у них возможности вот получения, скажем, этих выручек от газа, от нефти, от других вот, значит, полезных ископаемых резко упала. Потому что санкции против их, этих самых основных вот этих фирм газовых и нефтяных, Трамп объявил, и теперь вот такая ситуация. Трамп сейчас именно вот этот путь избрал. Путин теперь, видимо, сейчас в очень большой панике, как вот говорят. Мы даже видим, когда он выступает, он уже начал раскачиваться налево-направо, краснеет, что такое с ним происходит. И все вот по этому поводу дают разного рода там толкования. Ну, что они вот предпринимать? Если они будут предпринимать или, значит, повышать цены на то или иное, значит, производство или, в общем, социальную сферу, то это может прийти к тому, что, как было, скажем, в 90-м году, в 91-м году, как развалили Советский Союз, развалили Советский Союз. И сейчас такое тоже может быть теоретически, но может быть оно или нет, сейчас вопрос в том, что они, имея этот опыт, пытаются так или иначе решить эту проблему. Как они ее решают? Они могут только решить, как выяснилось, они могут добавить, значит, налог на добавленную стоимость, так, разных продуктов, товаров, так, и, значит, налог уменьшить на эти предприятия малого бизнеса, уменьшить ставку налогообложения. Это означает, что они, если уменьшить налог, допустим, сегодня вот какая-то там маленькая фирма имеет налог, прибыль имеет 1 миллион, так? То есть из этого 1 миллиона только берут прибыль, налоги берут. А теперь, если они снизут эти налоги, скажем, до 300 тысяч, то этих фирм таких появится в 10, 20, а то сколько раз больше, и сбор налога это как раз для власти будет. Вот таким образом они пытаются сейчас вот выхватить этот, как говорится, момент и получить деньги для того, чтобы отправить их на войну. Кроме этого, насколько это правда или нет, не знаю, но мы видели, я видел сам, значит, министр обороны, который у нас есть, России, он собрал всех олигархов, 20 человек, их там всех пропустили через разные эти проходы, проверили на наличие оружия и все такое, отняли у них все, значит, телефоны, паспорта и все, и потребовали, чтобы они 50% своего дохода и движимого, чтобы отдали правительству, чтобы отдали. А это значит, если они это отдают, остальные 50% у них находятся на Западе, и оно, значит, под санкцией находится. Фактически это означает, что они могут оказаться в ситуации, что у них ничего не будет. И их предупредили, если будете вы сейчас как-то туда-сюда, ну,
упираться, то сразу мы вас, значит, арестуем. Прямо вот так было им объявлено. Вот это была передача. Ну, может быть, это фейковый, но показывали, говорили, и я слышал с нескольких, значит, тоже вот такие вот идут. То есть они, эти всех олигархов хотят тоже, как говорится, оголить и говорят им: вам наше правительство и государство, страна давала деньги, давала вам деньги, и теперь вы должны это все вернуть. И теперь они на этих предприятиях, которые получают эту прибыль, туда они будут назначать конкретно своих людей, власть будет назначать. Это что, это что означает? Это означает, что ситуация вот настолько серьезная, и вся вот страна как бы будет переходить на рельсы военного производства, в принципе. В общем, вот такая, значит, ситуация, которую мы рассматриваем, как она будет меняться, посмотрим, потому что само-то направление, само движение, движуха-то в этом направлении мы видим. То есть нету денег, нету ресурсов, нету, значит, сегодня не то, что есть уже санкции, уже вот пошло санкции есть от Трампа. Трамп очень зол, говорят. Будут они его умолять или упрашивать, послал он его, своего помощника в Америку, тот там что-то хотел говорить, а те сказали, что не надо его слушать, там министр финансов Америки, это пропагандист российский, не будем его слушать. То есть ситуация вот такая, вы, наверное, об этом слышали, но мы вот коротко вот по этим делам прошлись. Ну вот давай сейчас по этой части, Аслан, посмотрим, будут ли вопросы, поговорим по этой части. Ага, спасибо, Аят. Друзья, задавайте вопросы, пишите вопросы и в ТикТок, и в YouTube, и либо на странице в Телеграм. И я их зачитаю, либо вы там сами непосредственно можете принять участие даже в нашей беседе. Аят, вот вы сказали, что, возможно, вот сферы влияния сейчас Россия и США, Китай и США поделят Россию и будут выкачивать недра там и так далее. Сейчас Китай активно уже заселяет, захватывает, можно сказать, территории. Даже вот ФСБшники российские начали об этом, как бы снимая с себя ответственность, либо уведомляя общественность, что вот, уже Китай занимает. Вы допускаете, что может произойти разделение все-таки России на, например, Чукотка, Якутия, там, может быть, Бурятия, уйдут там США, какой-нибудь там Дальний Восток, часть Дальнего Востока, Сибири уйдут к Китаю, именно в физическом смысле, в территориальном смысле, когда Россия просто уже не сможет полностью контролировать свои территории, она уже на грани, и сейчас произойдет революция, о которой уже некоторые так активно уже говорят на России, то она может их потерять. Вы допускаете такой вариант? Дело в том, что мы уже слышим эти сигналы там в Башкирии и других республиках, и на Дальнем Востоке, Якутии, и на Кавказе тоже, вот на Северном Кавказе. Вот эти вот волнения идут и пишут письма, женщины выступают, там многих арестовывают. И даже вот мы видели по телевидению, как они собирают свое окружение и хотят, говорят, сколько у нас вот людей, вот сколько молодых, которых можно послать, это в Чечне вот было недавно. Да. Вот столько-то у нас людей, вот столько мы можем послать, мы должны это сделать, и вот такое вот идет. А это люди видят, что это людей направляют, ради кого они все это будут отправлять своих детей на смерть, вот так. В то же время не посылать их, они тоже не могут. Сами вот эти, которые сидят у руля во всех этих республиках, областях России, они-то сами туда не идут, их окружение идет, их дети не идут на эти, ну, скажем, сборы и не идут воевать против Украины, потому что они опасаются, что они попадут в плен или их убьют. Вот такая ситуация, поэтому вот такая напряженная обстановка, она может прийти к взрыву, вот что имеется в виду, внутреннему взрыву.
то же время здесь на Западе есть так называемые либералы, которые тоже готовятся прийти туда и сменить власть, сесть туда. Ну, удастся это сделать или нет, это вопрос второй. А если вот это влияние, которое мы вот сейчас говорил я, будет распределено, вот мы уже как-то, я говорил недавно, что оказывается, вот эти нефтеносные районы на Дальнем Востоке, некоторые из них уже переданы Китаю, и Китай сам будет добывать, есть все там эти ископаемые, газ и нефть, и сам будет ее перерабатывать, и сам к себе отправлять, а может быть и продавать. Уже не за те цены, которые, допустим, в связи с этими санкциями наложены, скажем, на Россию, они будут на большие цены, там, которые есть, там средние цены, продавать и с этого прибыль получать. Такую же претензию имеет, конечно, и Япония, такую же претензию имеет и, конечно, и Соединенные Штаты Америки. То есть здесь вопрос вот так вот стоит, и поэтому нестабильная ситуация. Пока что еще Путин как бы держится, пока что люди еще пока до ручки не дошли, а когда дело доходит до ручки, тогда люди уже ни на что не смотрят, это уже уходит. То есть масса начинает двигаться, и тогда и этой массой надо управлять. Там есть ли такие люди там в России? Да, есть такие люди, по крайней мере, мы знали их сейчас, как они, что некоторые из них выехали сюда, на Запад, другие находятся там. Поэтому будем думать и смотреть. Сейчас предугадать невозможно. Сейчас появились разного рода мальчики, девочки, женщины, которые провидцы, вот уже показывают одного, второго. Вот сказано то, что у нас хороший Путин, он лучший царь, тот, этот, он будет до такого-то года. И вот это вот все, вот, они обманывают тем самым. Помните, когда был когда-то Кашпировский и другие, тоже вот так вот дурили народ, и все смотрели. Вот такая вот сейчас, вот такой сигнал, вот я еще подумал, посмотрите, так похоже, как так, тогда было и сейчас вот такое. Ну, посмотрим в целом. Может быть, договорятся, может быть, в этой ситуации Путин, может быть, даст отходную и согласится на переговоры, которые сейчас ему, как говорится, предлагают. Может быть, и так случится. А там дальше посмотрим. Но самое главное то, что его принуждают к тому, чтобы он сел на стол переговоров в рамках действующего современного международного права. Это самое главное. Аслан? Спасибо, Ая. Мне вот тут Албания напоминает по поводу японских островов. Сегодня как раз Трамп был в Японии, просто обнимался с этим новым премьер-министром японским. Они такие оба счастливые, что женщина вот эта новая премьер-министр и Трамп. Бизнес японский обещал вложить 550 миллиардов долларов в экономику США. И Трамп назвал это золотым веком между Японией и США. И вот есть подозрение, Аят, что и Курилы, и вот эти острова, спорные острова, а может быть еще даже немножко больше, может перейти в ведение Японии. Как вы считаете? Этот момент Эти острова, они еще 44 после Второй мировой войны захвачены, и до сих пор между нет даже мирного договора. Они хотят этих вернуть, поэтому это вполне обоснованное заявление, а вполне, я думаю, возможно и решат они так, потому что в этой ситуации как раз таки решать надо эту ситуацию, ее разруливать. Также мы надеемся на то, что и мы, вот, чеченцы, создав свое государство в рамках международного права, на нас вот так вот обвинили во всем, что не было, накидали на нас разные ярлыки, террористы, бандиты и всякое остальное, значит, и сепаратисты, что угодно, так? И обвиняли, изваляли нас чуть ли не в грязи, вот через средства массовой информации, всего остального мира, и мало кто нас защищал, но по документам,
по реальной ситуации. Мы же создали свое государство. Так давайте будем и тоже за это держаться, не уходить. Это основа. Это важный момент в этом смысле, я имею в виду. Так и японцы, конечно, так и вот Малайзия, я тоже видел, они там говорили, что 500 миллиардов тоже дадут этому Трампу. Он приехал в этот Кувейт, где ему тогда, помнишь, бомбили, и сидел с этим королем Кувейта, Катар. по-моему. Да, Катар, да. И там он там тоже, там ему... Самолет за 400 миллионов, по-моему. Да, да, да. И вот, то есть какие-то события происходят, он действует, что-то в этом направлении, кажется, у него что-то получается. И я буду рад, и все мы рады будем, конечно, если это все будет вот в этом направлении двигаться, Аслан. А как и что с вот такими игроками и политиками, которые сегодня есть, так с ними трудно вообще разобраться. Вообще-то политикам вообще в целом трудно очень разобраться. А здесь очень интересно даже вот это все, что как происходит, Да, прямо сразу на 180 градусов. Или там, или так, вот такие вот вещи происходят. Ну, как-то стабилизировалась ситуация в этом направлении. Слава. Спасибо, Аят. Вы сказали, что и Малайзия дала, и Япония там денег обещали дать, Да. точнее. А если, например, такой вопрос станет, который, без сомнения, я ожидаю, что скоро станет, нам скажут, я тут понимаю, здесь постоянно какие-то сделки, какие-то там выгодные предложения. Что мы можем дать, Аят? Неужели у нас тоже что-нибудь попросят? А мы что можем дать? Мы можем дать, что будет на этой территории, где мы живем, будет стабильность, соблюдение норм международного права, никаких, значит, нарушений, что мы будем развиваться, будем учиться, будем это все такое. У нас все, что можно было, уже взяли. Все, что можно было. Это Россия выкачала у нас. Вот они все время говорят, вот Баку. Да, Баку дал очень для победы нефть. А все время умалчивают, что Грозный давал 25 миллионов тонн нефти в год. Во Вторую мировую? Да, Во конечно. Вторую мировую. 25. И притом наша нефть была самая, значит, чистая. То есть в каком смысле? Что от нее делали самые высокие масла, бензины, на самые такие детали, которые нужны. Так, об этом молчат. И мы думаем, что это молчат, потому что это чеченская нефть, чтобы принизить значение нашей нефти. И они все это выкачивали, все эти сотню лет выкачивали. И сейчас то, что есть там, выкачивают. И вот этими делами занимается, кстати. Вот что мы можем дать. Наоборот, нам должны отдать. Мы выполнили те решения, которые приняли эти великие страны и создали, подписали исполнение современного международного права. Мы это сделали. У нас страна маленькая, наша территория маленькая, так? У нас ее везде по кусочкам разобрали, отобрали, все разбанили, и нас осталось вот тогда, когда война началась, еще в 300 году, когда Петр I шел на нас, тогда нас было 2 миллиона человек. И за эти 300, почти 400 лет наш народ сегодня всего имеет, когда началась война, имел всего 1 миллион человек. А наши люди всегда семьи имели детей по 5, по 6 человек. А здесь по вот 10 посмотрите. даже раньше. Да, ну, здесь. Здесь, и мы с таким образом только выжили. А фактически есть нации, народы, которые на Северном Кавказе, которые вообще исчезли. Поэтому Конечно. представьте себе, если бы за это время вот там подсчитали некоторые наши специалисты, нас где-то сейчас было бы, если бы не эти войны, где-то 50-60 миллионов. Вот что нам сделали, какой ущерб нам нанесли. Сейчас наша задача, конечно, сохранить наш язык, традиции наши и развиваться в современном мире, учиться, как говорится, да, и жить в свободном мире. Вот что нам нужно. Нам не нужна война, нам не нужно вешать всякие ярлыки, которые у нас не были. Среди нас тоже есть такие деятели, которые под Кремль работали и работают до сих пор. И на Западе есть такие у нас люди, которые засланы сюда,
которые... И вот эти вот либеральные демократы, которые есть вот здесь, как их, на Западе, они в основном на Западе, где они там все выставляют свои претензии, переживают за Россию, что надо ее сохранить, что вот русским украинцам трудно убивать русских, или русским убивать трудно украинцев, мол, это делают в основном, мол, эти другие национальности, кавказцы, буряты, татары. Вот что, к чему это приводит, а? Или там говорят, мы пойдем туда, значит, автоматом захватим все это, все захватим, Ходорковский говорил, и другие. Вот эти все вещи мы понимаем, то есть это те же самые, как ты говорил, это те же самые имперцы, но под другим, как говорится, цветом пиджака. Вот и все. Так мы считаем, что вот такая ситуация, и мы тоже вот можем сказать, что мы не собирались, мы ни на кого не нападали, ни на кого. Почему на нас нападают, почему нас ссылают, почему нас убивают, а мы же тысячелетиями жили на этой территории, это наша территория, туда, значит, к нам кого только не привели, кого только мы не повстречали, и мирно со всеми жили, всеми. А постоянно нас хотят оттуда выдавить, хотят нас оттуда выслать. И это мы наблюдаем, поэтому мы должны держаться того, что мирным способом попытаться решить вопрос, потому что у нас есть ресурс, и это очень важный ресурс. Мы создали свое государство, чеченский народ, в рамках современного международного права. И нам в этом вопросе должны оказать, остальной мир должен оказать содействие. Наше признание нашего государства Грузии, признание ее Украиной, это очень важный момент. Эту работу надо развивать, ее надо расширять, надо, чтобы и другие страны нас признали. Вчера я разговаривал с одним человеком, который говорил о Балтийских республиках, и я ему сказал: вы думаете, почему вас признали? Вас признали, потому что западные страны и другие страны признали ваши страны еще до начала Второй мировой войны. И вы были независимыми государствами, и эти страны не признавали оккупацию вашей территории. Так я говорю, и для нас сейчас важно, чтобы нашу территорию, которая есть и была, так, эта территория, чтобы и создано наше государство, чтобы признали другие страны мира, европейские и дальше страны, Польша, Балтийские страны, здесь на западные страны, ну, может быть, и те страны, которые есть на постсоветском пространстве. Это вопрос важный. И всегда вот, когда вот сейчас вот там, помните, эти либералы написали там специальное заявление, и было создано какое-то там, не что-то какое-то, а решение парламентской ассамблеи Совета Европы о создании там демократической, скажем, оппозиции, которая будет площадкой дана в ПАСЕ. И тогда, когда они там пишут, обратите внимание, пишут то, пишут, и начинают с того, что они говорят: вот Россия напала на Грузию, на Украину. А то, что на Чеченскую республику Россия напала еще с 91 года, столько наших людей убило, столько пострадали мы. И нам это очень горько слышать и видеть вот такое вот пренебрежение. И это часто звучит из экранов, значит, разных блогеров, которые, и даже наших друзей украинцев тоже такое есть. Я уже не говорю о всех остальных. Да. А эти либералы тем более, которые вот это все делают, или делают заявление, вот это, а нас они вообще не считаются. Просто нам приходится как будто из бездны подниматься и говорить, что мы тоже здесь есть. А это все связано с тем, что нас оклеветали. Раз нас оклеветали, мы не должны, значит, здесь особо, значит, сейчас возмущаться. Мы попали в эту ситуацию. Главное сейчас направление нам что нужно делать? Нам необходимо объединиться вокруг легитимной власти нашего государства, которое есть за рубеж. Это президиум правительства Чеченской республики Ичкерия, который специальным решением парламента, значит, обязала нас вести здесь работу,
организацию и ведение политической всей работы для того, чтобы деоккупировать нашу территорию и восстановить нашу власть, которая была до нападения на нас, скажем, Российской империи. Вот какие вопросы здесь сегодня стоят, о которых мы вот сейчас говорим. Аслан? Спасибо. Вы абсолютно правильно отметили то, что начинают там с момента Грузии, даже некоторые доходят до того, что вспоминают войну в Приднестровье, в Молдове и пропускают войну в Ичкерии и Да, сразу же пропускаем. переходят. А почему? Вот вопрос. Почему, Аслан? И Потому что знаете, мгм, да-да. Потому что некоторые наши деятели, которые приехали сюда на Запад, беженцы, изображают из себя разных деятелей, говорят, что они правительство, что они кабинеты министров, другие говорят, что мы будем спасать эту республику, и говорят, что мы не признаем легитимную власть, они не признают людей, которые были избраны нашим народом и которые для этой работы обозначена, они не признают. Так кто же они? Они понимающие или не понимающие их? Кто они, если они так говорят? И скажите, кому это выгодно, то, что они творят и говорят? Это выгодно нашему врагу, Кремлю, империи. Так вот такая работа, такая глупая работа. И мы против этого боремся и говорим, оставьте вот эти все ваши сочинения и давайте вместе работать. Они не хотят, они хотят все быть первыми, они хотят пойти туда построить новое государство. Да кто же вам даст построить новое государство, дорогие мои? Там, значит, для того, чтобы построить наше государство, кто это государство признает? Признает только то, которое создано нашим народом. А вы сейчас, придя сюда, вот эти вот вопросы поднимаете, и люди, западные политики, смотрят на это и говорят, да, они ничего не понимают, это же дебилизм просто. Иногда за спиной смеются над нами. Поэтому вот такие вот вещи есть. И мы вот говорим этим людям, не делайте этих вещей. Нет, значит, мы приходим к выводу после долгих вот этих вот общений, вот этих вот рассуждений, аргументов, принятыми их документами, которые принимают они сами здесь на Западе, которые полностью говорят о том, что нашего государства нет, которые говорят о том, что наша территория – часть России. А на самом-то деле это не идет ни по нашей Конституции, ни по нашему референдуму, декларации, которая принята в 90-м году. И в Конституции сказано, все, что противоречит основам существования нашего государства, кто бы этот документ не подписал, не имеет юридической силы с момента его подписания, будь то президент или парламент, или любая другая личность. Так что все, что они говорят, это просто надо смести с стола и на основе нашей Конституции двигаться. У нас есть легитимное временное правительство, которое является на Западе, это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственное на сегодняшний день. Все остальное это, как говорится, сказки. И я думаю, что это понимают люди, которые сидят во власти везде. Пока их пытаются использовать для своей, как говорится, выгоды некоторые силы в тех или иных странах. Но в целом ситуация такая. И мы вот говорим, что мы в этом направлении, мы говорим это нашей молодежи, нашим друзьям. Будьте очень внимательны, не давайте себя обмануть, никому не давайте себя обмануть, потому что много разговоров. Не надо смотреть, это не спектакль, это политика перспективы будущего наших народов, это политика мирного сосуществования. Вот что это такое. Поэтому мы эту работу ведем. Мы ведем эту работу, и эта работа даст нам успех. Это единственный путь, который может дать успех для решения той проблемы, которая стоит перед нашей республикой, перед нашим народом. Не только перед нашим, но и перед другими народами, которые хотят создать свои государства.
вот которые тогда имели право создать свое государство, им не дали Ельцин и его команда. То есть они вместо того, чтобы дать возможность этим народам избрать своих лидеров, они туда подсунули бывших коммунистов и с ними, подписав этот так называемый федеративный договор, лишили их прав. И поэтому эти народы не смогли в полной мере создать свои государства, как это создали другие вот республики, которые вышли из Советского Союза, в том числе и Чеченская республика. А это можно создать и сейчас. Этот вопрос надо рассматривать. Я когда вот говорю эти вещи, наверное, вот здесь вот эти разные, скажем, народы, да, Северного Кавказа, Поволжья, ну и Дальнего Востока, которые в составе России. Когда я говорю, что это очень важный момент, я вот хочу привести такой пример. Когда мы вот все эти процедуры прошли, создали свое государство, провели выборы, референдум, кабинет министров, парламент, орган местного управления, все структуры работали, правительство работало и действовали, так? И потом мы только 12 марта 1992 года приняли свою конституцию, и только после этого Грузия нас признала, хотя мы обращались к ним гораздо раньше. Они говорили, у вас нету статуса, который должен быть такой, чтобы мы могли вас принять. Сделайте, а вот просто заявить, мы вас признали, а у них и не будет в ответ никакого статуса, это говорит о том, что здесь над этим надо работать, это надо понимать еще. Так что вот такая ситуация, Слава. Да, спасибо. А я, знаете, вот когда иногда вижу, когда какие-нибудь, ну вот нам тут пишет Андрей, что все украинцы за незалежную Чечню. И, Андрей, огромная вам благодарность. Верховная Рада признала по той работе, которую проделал наш президиум правительства в лице Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, признала Чеченскую республику Ичкерию оккупированной территорию нашей страны и что над нами совершен геноцид. Но когда какие-нибудь блогеры говорят об этом, и украинские, и они всегда там либо приводят вот этих всех симулякров, которые представляются или имитируют чеченскую власть, либо искажают действительность. И когда ты об этом пишешь, я пишу или кто-либо другой об этом, я видел неоднократно, когда какие-нибудь чеченцы возмущаются, то сразу же появляются какие-то люди и сразу пишут комментарии, да, это всего лишь блогеры, мы там это, мы там то. Таким образом, тебя просто затыкают, грубо говоря, вот, что ты возьмешь с блогера, да, вот есть блогер какой-то. Так вот, речь идет о блогере Гордоне, на котором канале приглашаются разные симулякры, которые изображают себя нагло, абсолютно нагло, беспардонно лгут о том, что являются, были какими-то там помощниками Джохара Дудаева там, и так далее. И вот этот блогер, например, Гордон, и его там еще один есть там чувачок, его глава СБУ говорит, это мой человек, прямо это получается уже говорит не Гордон, а СБУ это говорит. Понимаете? Вот эти вещи, ты вроде бы говоришь, да это же всего лишь блогер. Так у этого блогера 3 миллиона подписчиков. Этот блогер вещает не только на украинское пространство информационное, но и на все там русское, украинское и русскоговорящее пространство и так далее. И вот сейчас новая дезинформация закидывается. Я не хотел озвучивать, но я немножко раскрою информацию, которая у меня есть. Еще летом 2025 этого года более 2500 только за полгода убитыми и ранеными, пропавшими без вести, убитыми и ранеными зафиксировано из Чеченской республики. Кого забрали? 2500, да? 2500. Так вот, это люди боятся, во-первых, им говорят, мы занимаемся, некоторые пытаются тела достать и быстренько похоронить их. И вот это самые везучие, которые получается тела получить.
А некоторым говорят, он на каком-то там связи нет, он не может выходить на связь. Там, это если ты в Минобороны попадаешь, это сразу смерть. Их сразу посылают там на самые убойные территории. Типа они сейчас прорвались там где-то находятся, они не могут выходить на связь, там, они находятся там на передовой там, и так далее, и заговаривают. Вот так вот сейчас начали распускать слухи, что ну, дезинформаторы, КГБшные российские, вот эта вся деза, распускают. На первом месте стоит Дагестан по потерям, на втором месте идет Чеченская республика Ичкерия. И начали распускать информацию, уже украинские вот эти представители власти, СБУ это скорее всего, они говорят о том, что те, кто к ним обратился, помочь достать тела погибших, Да. или там пропавших без вести. Вот эти и чеченцы там 200, по-моему, за все эти 4 года погибших. А у меня информация, до 10 тысяч всего приходит за эти 4 года. 2,5, около 2,5 тысяч только за эти первые полгода погибших у нас в нашей республике. И вот таким вот образом хотят представить, что в Украине погибло меньше людей. То есть геноцид над чеченцами не ведется. И завтра, когда они будут, русские уже над нами геноцид снова устраивать, сказать, так вы же там не воевали, вы же все там тикток войска там и так далее, и так далее. На самом деле на втором месте потери. Хотя мы меньше по количеству, меньше, чем Дагестан населения. Да. Вот такая вот ситуация, Аят. Вот я хочу в связи с этим тоже несколько слов сказать. По итогам так называемой первой войны, хотя это была 4-я агрессия, война, да? Первая широкомасштабная. Да. Тогда мы вот в Чеченской республике подсчитали, сколько погибло людей тогда. И по первой войне мы подсчитали 125 тысяч погибших. Но это не точно, можно еще было, да, как говорится, может чуть меньше или больше, но 125 тысяч. Вот по второй войне, которая была после 99-го года, 17 июля, по ней она была еще более жестокой и был уже направлен полностью против всех. Помните, они там выступали, говорят, надо убивать их детей, мальчиков, там, детей от 12 или 10 лет до 65. То есть они тогда их всех, кого там есть, вертолетами, самолетами, просто в полях или на остановках, везде стреляли, убивали наших людей. Ну, кроме этого, стреляли, снова делали вот эти, окружали села. Ну, мы все, что делали. И мы считаем, что тогда все говорили, что это было более ужасно, чем первое. И поэтому мы вывели там среднюю цифру 250 тысяч убитых. Вот так вот было. Поэтому здесь вот говорить, мы точно знаем примерно, что где-то 20 тысяч наших людей сидели, тогда они захватили в плен, как будто и в плен, а говорили, что они в тюрьмах, они террористы, бандиты. Вот 20 лет там прошло, мало кто из них живой вышел, а кто вышел уже негодный как бы. Вот такая ситуация, понимаете? Вот. И сейчас они тоже, конечно, это будут вот так вот выкручивать и делать. Здесь я вполне согласен с тобой и думаю, что это правда. Да. Ну здесь вот пишет Албания, что наоборот, что меньше потерь, надо этим гордиться, наоборот, это хорошо. Нет, хорошо, если ты не идешь добровольно на войну и тебя не берут на эту войну. Чеченцев первых забирали, если идешь ты, забирают твоих родственников, если не идешь ты, тебя убивают, как убили, несколько уже человек было убито, сейчас я фамилии не помню. Потом за любой проступок, любой тебя просто забирает, и после того, как его забирают, их бросают в самое пекло, просто на штурмы, на смерть просто, иди давай. И это в основном идут дагестанцы и чеченцы. Это Дагестан уходит, если в процентном соотношении может быть одинаково, и даже может быть у нас больше потерь. Но нам представляют, как будто там 1000 человек погибло за 4 года, там какие-то тикток войска и так далее. На самом деле это абсолютно наглая ложь. Они привыкли вот против нас такие вещи делать, потому что чеченцы не соглашаются с их арабской политикой,
потому что чеченцы не привыкли жить в рабском положении. У нас никогда не было рабов и князей. Мы были равное общество всегда, во все века, сколько тысячелетий мы жили, это у нас традиционно. То есть мы как бы жили в демократических условиях, и поэтому мы как бы, значит, не можем быть наравне с ними. Те, которые были в рабских условиях и освободились от этого, может быть, по старой привычке иногда, а мы нет. Вот именно вот такой у нас народ. Вот мы стараемся вот так вот. У нас позор быть рабом, у нас позор быть от тех вот таких позорных дел. Это очень важно, вот такой менталитет у нашего народа. И здесь вот сейчас вот говорить, что вот там было, то было, это было, к этому доводить и на нас вот это вот сваливать и говорить, что они такие, у них, мы только у них виноваты. У них виноваты чеченцы во всем. А Москва не виновата, Путин не виноват, Ельцин не виноват, знаешь, или другие там не виноваты. Вы виноваты. Сейчас они снова будут искать, тоже там виноват. Наверное, будут снова искать на Кавказе Северном, в первую очередь чеченцы искать. И сейчас даже своего такого любимчика, скажем, Кадырова, они пытаются загнать как медвежонка, чтобы его съесть, чтобы напасть на него. Не потому, что хотят его съесть, а чтобы весь народ через это вот подвергнут, значит, испытаний, снова убивать его, и если им удастся снова выслать их на Дальний Восток, у них это у них заложено. Эти документы мы видели, и я об этом говорил, а в свое время Жагар Дудаев, президент, прямо вот корреспондентам показывал, вот, куда всех хотели выслать наших людей в 93-м году. Они даже заслали нам целый там масса этих тентовых грузовиков. Для чего? Они говорят, для уборки молока. Какой для уборки? Мы поняли и это сорвали. Если бы мы не воевали бы, мы бы, может быть, и были бы высланы тогда тоже. Но вот такая ситуация. Да. Да, к большому сожалению, геноцид идет, скрытый геноцид. Сейчас они пытаются обманывать и так далее. Здесь нет никакого, как говорится, секрета. Это есть. Почему, зачем и как. Вот что такое происходит. Мы не собираемся там кого-то. Вот когда эти даже русские с нами жили там, вот скажем, в Грозном и там, то никогда мы к ним враждебно не относились. Никогда. Пусть эти русские, которые там вот есть какие-то там какие-то пропагандистские старушки или женщины, которые разные вещи говорят. Ну, бытовухи были там то, что... Но в целом чеченский народ очень сдержанно и очень хорошо относился к этим русским, которые жили среди нас тоже. Это было. Но все же эта политика раскручивалась и этой властью Советского Союза, а потом России. Так что мы миролюбивый народ, я вот что хочу сказать. Мы не собираемся ни на кого нападать и не нападали. И если на нас нападают, мы, конечно, будем сопротивляться и будем биться. Вот что это такое. Аслан? Да, спасибо, Аят. Правильно, совершенно верно. Друзья, задавайте вопросы. Пишите ваши вопросы, если есть у вас какие-либо вопросы. Аят, вот возвращаясь к симулякрам, которые здесь, хотел бы у вас уточнить. Вот эти люди так много правильных слов говорят, так много там и флаги у них ичкерийские. Но, правда, они меняются, то они за шариат, исламское государство, то за демократию, то женщинам нельзя вообще нигде даже голосовать, нигде участвовать, ни в политической жизни, ни в какой-либо. То они там этих женщин вперед толкают, то там изображение нельзя с волком животное, типа нельзя, то самым там 10 волков там могут прилепить. Вот эти люди, Аят, они могут очень много делать полезного, вроде бы на первый взгляд кажется, да, так правильные вещи говорят, там выступают, там говорят. Но вот эти вещи, вот как, например, вот убитые из временно оккупированной Ичкерии там и такие вещи, вот эти вещи, они тем самым
наносят нам колоссальный вред. Вот как объяснить нашей молодежи, нашим людям, чтобы они поняли, что слова, которые употребляют эти люди, они ничего не значат от этих людей. Абсолютно. Какие бы правильными они ни были, как бы они ни клялись на Коране, не били бы себя в грудь там и так далее. Как им донести до наших людей, которые Ну, абсолютно наивные в этом смысле? вот мы и стараемся донести. Мы это доносим и говорим, допустим, вот возьмите людей, вот, которые здесь находятся на Западе, да, которые представляются нашими, скажем, сторонниками нашего народа, переживающими за него, да? А в то же время они, этот народ, вообще о нем и не думают, и принимают специально ими принятые документы. Они у нас опубликованы, они везде у нас есть аргументы, и если даже кого интересует, мы можем и сейчас про это сказать, мы много это говорим. Мы должны это говорить аргументированно. Другое дело, что вот это интернет и все остальное голову туманит, и они очень сильно вот это рассказывают, и многие некоторые наши, скажем, молодые люди, которые находятся в основном в разных странах, в основном, значит, не в Европе, но в Европе тоже есть, так? Они не получают достаточного образования, не получают, и все время на религиозную тему их гонят, там рассказывают, и вроде бы они здесь получают какое-то образование. Но в то же время встает вопрос, почему они, если такие вот религиозные, и в которых в Коране сказано, что все должно быть как бы все правильно, почему неправильно, почему у них там между собой идет война? Почему эти вот арабские или мусульманские страны там не могут договориться между собой? Ведь они же одной веры люди, так? Мгм. Вот в чем дело. Дело в том, что именно религии-то как раз-таки пытаются они использовать для того, чтобы захватить власть, сказать. Это Божий помазанный, как. И даже в христианских этих государствах то же самое. Эти религии вот так вот. То есть религии, не вера в Бога, а то есть вот эту веру в Бога они превратили в религию и просто ее нам вот так вот навязывают и себя выставляют как промашка, как посредник, и мы должны их слушать. Мы должны нормально смотреть, что это дает нам, как это делается. И все нормальное, все нужное у нас в адатах написано, адатах есть, так? И здесь и в Коране, что есть, тоже надо смотреть. Но нельзя поддаваться вот этим разным провокаторам. Когда вот в 92-м году, вот в первом году у нас вот здание было спецслужб КГБ, когда захватили, там мы смотрели, было там прием передачи, и я был тоже там. И видели вот эти документы, доносы, которые делают. И все эти мулы, до 99-98% все доносили. И все доносы, как в библиотеке, картотека была, внизу вытаскиваешь, читаю и смотришь, что доносили. Допустим, я, когда смотрел там, в том районе, где я жил, я обнаружил, что доносили и на меня, даже те, которые ко мне приходили. То есть эти религиозные дети такие, ну, не только религиозные, были и другие, конечно, люди, которые агентура, да. Но Да. они, вот религиозные деятели, они служили именно этой власти, которая была тогда. И вот поэтому в этом плане надо быть очень осторожным. Вера в Бога – это твоя вера, ты веришь в Всевышнего. А говорить о том, что, значит, ты должен вот этому поклоняться или каким-то другим вещам, которые нам и дают, допустим, с арабского мира дополнительно или как-то. Спрашивают, почему они все не могут между собой договориться и мирно жить? У них столько стран, столько народу, и почему они не могут? Почему и почему? Вопрос так встает, правильно? Поэтому Да. надо на это ориентироваться. Это мы не говорим, что мы не должны быть... Мы мусульмане, да, наш народ мусульман, другие там христиане. Но делать из этого такую вот, скажем, систему военную для того, чтобы идти нападать, это вообще не принято, даже в Коране нету. Так что вот такая ситуация.
и надо быть внимательным. Поэтому мы рассказываем, смотрите, вот здесь вот это случилось, вот здесь вот это, вот здесь вот такие документы они приняли, там то-то приняли. Вот возьмите сейчас, вот 2001, 2002 там, году, в 2003 году, потом в 2007 году, потом еще дальше там эти года, поднимите, вот мы говорили, и есть эти у нас опубликованы на наших сайтах, есть. Принимаются документы нашим людям, которые говорят, что они наши власть или еще что-то сами себя называют, принимают там о том, что мы являемся частью России. По какому праву? Наш народ принял решение в 90 году, и еще все документы принял соответственно международному праву, а эти пишут, да кто они такие? И в первую очередь они говорят, что они мусульмане, что они чеченцы. Да кто же это тогда такие, если они так поступают? Вот так вот мы должны им рассказывать. И если есть у кого вопросы, мы готовы на них ответить, на любой вопрос, который они говорят. Мне много приходилось со всеми этими людьми работать, которые, вот вы говоришь, да, которые религиозники, и рассказывать, объяснять им. Ну, многие искренне верующие, чисто верующие, да, а другие, и которые там управляют им, и они ими заправляют и используют их. Вот в чем вопрос. Поэтому надо это за один день не сделать, это нужно спокойно, тихо делать. Аслан, внимательно. Спасибо, Аят. Спасибо, Аят. Ну, уже час, как вы просили. Хорошо, давайте сегодня закончим тогда, Аслан. Да, давайте на этом закончим. Спасибо вам, Аят. Всем спасибо. Большое масана. До свидания.